Всего трое из 50 русских солдат уцелело в бою под Гудермесом. В одной из горных деревень их нашел председатель Чеченского фонда спасения Умар Джавтаев. Он-то и вызвал родителей в Хасавюрту. Я ехала с большим страхом. Меня провожали до самого дома сюда, и я не скрывала от Умара, что у меня совершенно было другое мнение о чеченских семьях. Когда я сюда приехала, я вам не могу передать, что как они меня встретили, как они вместе со мной делили мое горе. Даже приходили соседи, понимаете, соседи, женщины чеченские. Мы сидели, разговаривали, они нас жалели, то же самое плакали вместе с нами. Это, понимаете, это нельзя описать. Умар Джавтаев и представители Союза мусульман России договорились с боевиками о том, что пленных отдадут без всяких условий. Впрочем, одно было – обязательное присутствие журналистов программы «Взгляд». Али назвали тебя, да? Альви. Хорошо, нормально. Здравствуй. Леш, а ты знаешь, что мы за тобой приехали? Нет, этого я еще не знаю. Родители ждут. Да, про родителей мне говорили. Да? Конечно. Ну что, поедешь? Наверное, поеду, конечно. Или не очень хочется? Ну, почему хочется, но не совсем доверяю властям некоторым. Побаиваешься, да? Ну да. Ну, в общем, да. Как здесь живешь? Нормально, хорошо. Здесь нормально вообще. Кормят, одевают, обувают. Расскажи про семью, в которой ты живешь. Кто здесь вместе с тобой? Детишки, кто есть? Это Расул. Это Расул, брат младший. Самый младший брат. Твой брат, да? Ну да, стал моим братом теперь. Самым младшим. А сколько всего братьев у тебя и сестер? Ну здесь, как, родных-то 2 сестры, 2 брата. Я 5-й, получается, среди них. Вот так вот он прям взял одежду и уедет, да? Вы его так отпускаете? Конечно. А не жалко вам, что уедет он от вас? Жалко, конечно. Мне тоже жалко. Жалко? Вала жалко. Ну, как сыну я его кормил. А если бы остался у вас совсем жить, как бы к этому отнеслись? Остаться можно, совсем жить. Могу я кормить его, честное слово. Вы были бы рады? Ну, это правда. Здравствуй. Как тебя зовут? Как? Юнус. Юнус? Да. Ну что, как ты живешь здесь? Нормально, хорошо. Как тебе относятся? Ничего? Ну, эта женщина вот ко мне относится как своя родная мать. Расскажите, как вас зовут? Байсарай. Ну, как вам парень? Нравится? О, молодец. Вот. Стакан твой. Помогает? Это мой сын, она говорит. Сургат, мотот, арах. Сур стакан санхият хад. Я считаю, как своего сына. Дал хaqi стакан талqastayn wala baata. Это один Аллах может рассудить, отделял ли я его от своего сына. Юр, узнаешь документ? Да. Узнаю. Держи. Выходите, ребята. Время вот так, спешить не надо. Значит, вы выходите сначала. Дома нет, так и дома, что мои близкие. Они все коробки. Все нормально. Все, нормально.
все нормально. У вас он жил, да? Спасибо. А слезы сам видит. Я ему говорю, живой? Живой, а он говорит, нет. Я его не отдам. Спасибо вам, спасибо. Ну что, Я иду. получите целость и сохранность? Ой. Целость и сохранность ваш? Мой. Проверь. Проверили, все хорошо. Так, все. Ой, Один спасибо. экземпляр мы вот передаем, протокол передаем председателю Союза мусульман Хачулаеву. Пусть наступит мир на вашей земле. Этих ребят троих я брал плен со своей группой в Гудермесе. Они воевали честно, хорошо, нормально. За свою родину они свой долг отдали, как положено. Чтобы знали там, чтобы не преследовали. Спасибо вам большое. Давай, после войны. Обязательно. Где? Юра, где? Давай. Спасибо, командир. Спасибо.